Вечер, многоуважаемый жюри, дорогие коллеги. Очень рада, что судьба мне представила возможность участвовать на конкурсе такого уровня, такого масштаба. Счастлива сегодня быть вместе с вами. Изучение родного языка как основа духовного мира, конечно, бесспорно. Как добиться наилучших результатов в условиях двуязычия? В современном мире все дети уже с малых лет, кроме родного, владеют и русским языком. Уже в школу они приходят двуязычными. Поэтому велика роль русского языка как языка государственного, как языка межнационального общения, потому что именно через русский язык мы приобщаемся к достижениям культуры не только русского народа, но и мировой культуры. Поэтому на уроках при изучении родного языка через достижение дидактики мы стараемся на уроке представить полную языковую картину мира в поликультурной среде. Поэтому при изучении русского языка мы стараемся основываться на знании родного языка. И наоборот, на уроках родного языка применяем сравнительно-сопоставительный анализ изучения башкирского языка с русским. И, конечно, все мы понимаем, что духовно-нравственное воспитание тоже лежит на истоках изучения языка и культуры родного народа, достижениях культуры народов России, и оно направлено на формирование общероссийской гражданственности в условиях национального государства. Поэтому к вашему вниманию хочу предоставить фрагмент урока, который основывается именно на диалоге башкирского и русского народа. Данный фрагмент урока проведен в 7 классе в школе с русским языком обучения. На данном фрагменте я хочу продемонстрировать именно конкретные... Можно остановить запись пока? Пожалуйста. На этом фрагменте урока представлены именно конкретные некоторые приемы, технологии и формы организации урока родного языка. В условиях двуязычия важно, чтобы обучающиеся правильно произносили звуки. В башкирском языке звуки А, О, произносятся широкое звучание имеют, а в русском языке они были прикрыты О, А, Поэтому урок начат с фонетико-агрегационных упражнений, которые направлены на произношение одних и тех же звуков на русском и башкирском языках. Он. Алтын. Кем. Тук. Далее представлено упражнение на произношение специфических звуков конкретно родного башкирского языка. И здесь слова отражают такие понятия, как Родина, Россия, Башкортостан, то есть ведется ненавязчивое патриотическое воспитание на уроке. Звук побольше можно сделать? Каждый урок стремится проектировать в соответствии с требованиями ФОКОС, поэтому на уроке создана проблемная ситуация в виде отгадывания кроссворда. Отгадав кроссворд, обучающиеся выводят грамматическую тему урока, но сами еще не понимают, что отвечать на вопросы по лексической теме урока. Для определения же лексической темы подобрана немножко другая работа. Работа с текстом на башкирском языке, где все имена существительные отражают название лекарственных растений. Вот как раз читаю данный текст. Все имена существительные отражают название лекарственных растений. Затем обучающиеся на интерактивной доске, вот здесь цель урока, задача урока, ребята сами спроектировали. Они подчеркивают имена существительные, тем самым название лекарственных растений. И понимают, что лексическая тема – это лекарственные растения. Здесь по содержанию текста видна связь с кодом экологии, то есть тоже экологическое воспитание на уроке.
Вот как раз на мини-проектах ребята проделали сопоставительный анализ возникновения наименований лекарственных растений на русском и башкирском языках. На примере одного слова «смородина». Смородина на русском от слова «смрад», благовоние, запах, который истощает данный плод. А на башкирском «куара» – черный плод. То есть таким образом представили полную картину, языковую картину мира хотя бы на примере двух языков. Далее ведется работа на интерактивной доске. Задание на соответствие. Здесь представлено название лекарственных растений на башкирском и русском языках. Обучающимся названием лекарственных растений на башкирском языке надо найти пару соответствия на русском. У них это неплохо получается, они с этим легко справляются. На закрепление знаний, развитие творческой способности в уроке подобрана следующая работа. Работа в дистанционной образовательной платформе «Я-класс» в одном из сколковских инновационных проектов в области электронного образования. Данная платформа представлена на русском языке, но изучив ее, я поняла, что на нем можно использовать башкирский шрифт и наполнять его образовательным материалом, то есть создавать задания трех видов. Это тесты, работа с текстом и творческие задания. Заранее я подготовила проверочную работу по данной теме. Они отдельно, каждый по интернету выполняет данные задания. Как мы видим, тесты они уже выполнены, идет работа с текстом. Из текста они должны были выбрать только имена существительные определенного падежа. А в конце творческое задание, перевод предложения на башкирском языке, с башкирского языка на русский язык. Еще одна хорошая особенность данной дистанционной платформы, на нем можно создавать индивидуальные задания для каждого обучающегося в зависимости от их возможностей и способностей. И платформа хороша еще тем, что в онлайн-режиме потом она по моим же настройкам выставляет оценки и показывает процентное выполнение каждого ученика и класса в целом. Творческие задания приходится проверять вручную. Вот они как раз наглядно видят процент выполнения. Они знают, что если от 80 до 100 на пятерку, до 60 на тройку, от 60 до 80 на четверку. Вот их, они же понимают свои оценки. Для домашнего задания мы заранее подготовили онлайн-тесты на интернет-сайте онлайн-тест-пад, который представлен на английском языке, но на нем тоже можно создавать работу и на русском, и на башкирском языке. Ссылку на готовый тест я поставил на свой персональный образовательный сайт с элементами дистанционного обучения. И по одной данной ссылке все обучающиеся могут пройти и выполнить тесты. В онлайн-режиме узнать свою оценку при необходимости и правильные ответы. Об их достижениях я тоже сразу знаю, потому что после выполнения ими тестов на мой электронный адрес приходит письмо с оценкой данного ученика. Рефлексия на уроке проведена с помощью сигнальных карточек, в которых изображены орнаменты, башкирские узоры. На уроке присутствует башкирский дух, башкирская культура, потому что вот мы видим узоры, орнаменты, и во время выполнения задания на дистанционной образовательной платформе «Я-класс» тоже была фоновая музыка, башкирская национальная музыка. В заключение хочется сказать, что современные инновационные технологии повышают эффективность урока и воспитывают интерес к изучению как родного башкирского, так и русского языка. Благодаря данным информационным находкам, которые накоплены в моей педагогической копилке, благодаря каждодневному труду, работе и творческому подходу, я надеюсь, удастся воспитать в обучающихся истинную любовь к изучению языка, культуры, традиций, как родного, так и русского языка.